На выставке принимают участие 46 мастеров и умельцев из 16 районов республики и города Якутска. Здесь представлены аксессуары, картины, авторские куклы и уникальные аутентичные шапки народов Севера. Елена Тарабукина приехала из Среднеколымского района. Она очень редко выезжает за пределы родного поселка. Уникальная возможность воочию увидеть работы и познакомиться с ее творчеством в рамках выставки представилась нашей съемочной группе. Шапка двусторонняя. Одна сторона сшита из выделанных беличьих шкурок, а внутренняя – из шкурки пыжика-олененка. Шапка очень теплая, поэтому, когда человек отправляется в долгую дорогу, ее края защищают от ветра и холода. Также на выставке представила свои работы Ирина Павлова. Она приехала из Нижнеколымского района. Она сама шьет обувь, рукавицы и меховые шапки для своей семьи, которые передаются традиционно из поколения в поколение. Это большая шапка моя, а вот эта маленькая шила в 1987 году для средней дочери Валентины. И после нее вот эту маленькую шапочку одевали сестренка, младший братик, и теперь одевает внучки. И до того, вот, если человек хорошо сохранит, вот, как надо вот эту меховую одежду, то можно одевать годами. Аутентичные шапки представлены в рамках республиканского конкурса головных уборов коренных малочисленных народов Севера. Подобные выставки проводятся в том числе и для того, чтобы открыть новые имена талантов. В этом году впервые принимают участие мастерицы и учащиеся школ из Оленёкского, Анабарского и Нижнеколымского улусов. Такие мероприятия нужны, чтобы мы могли показать, что наши народы умеют делать, мастерицы наши, и чтобы показать традиционное и современное, потому что все-таки молодежь у нас более современная тоже любит, развивается и применяет вот эти все этнические традиционные узоры в своих современных одеждах и так далее. Но это очень отрадно. Ну и самая главная задача, мы должны сохранить нашу культуру, язык, чтобы наши народы сохранились. Итоги конкурса подведут уже совсем скоро. Победители и призеры будут награждены дипломами, сертификатами и памятными призами. Выставку можно посетить до 13 декабря в мраморном зале Дома дружбы народов. Даяна Федорова, Иван Сорокаумов, Якутск.